Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков. 11 января для этого события выбрано не случайно. В этот день, в 1917 году, в России был образован первый государственный заповедник Баргузинский на озере Байкал. У нас в гостях Саргалана Михайлова, руководитель национального парка Кыталык. Саргалана Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала поздравляем вас с праздником. Спасибо. Расскажите о системе особо охраняемых природных территорий Якутии. Вот какую часть территории они занимают в республике? В нашей республике, в республике Саха-Якутия, образована система особо охраняемых природных территорий, которая имеет собственное название и на якутском языке называется Ытык-Керясердер, что означает «священные прекрасные земли». И на сегодняшний день эта система занимает больше трети территории от всей площади нашей республики, что составляет более 1 миллиона квадратных километров. В эту систему входит 235 ОУПТ, особо охраняемых территорий различных категорий и статуса. То есть это федеральные особо охраняемые территории, региональные и особо охраняемые территории муниципального уровня. Такую обширную территорию, понятно, что необходимо охранять. Вот как это организовано, кто этим занимается? Ну, что касается региональных особо охраняемых территорий, которых у нас в республике насчитывается 130, это 6 природных парков, есть государственные природные заказники, уникальные озера, памятники природы. И наиболее распространенная категория в нашей республике – это ресурсные резерваты. Они все подведомственны Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства нашей республики и находятся под управлением дирекции биологических ресурсов, которая в 2010 году было определено нашим правительством республики, учреждением, которое обеспечивает функционирование данных ООПТ. То есть на сегодняшний день дирекции биоресурсов, особо охраняемых территорий и природных парков, поскольку природные парки тоже находятся под управлением этой дирекции, отнесены 130 ОУПТ. И данные особо охраняемые территории, они созданы в каждом районе. То есть в 35 районах нашей республики существуют особо охраняемые территории, и охрану на местах осуществляют государственные инспекторы. В республике создано несколько федеральных особо охраняемых территорий, кроме региональных. Будут ли в дальнейшем изменения в этом направлении? Да, на сегодняшний день существует 7 особо охраняемых территорий федерального значения. Это 3 государственных природных заповедника: Усть-Ленский, Алекминский, это старейшие заповедники в нашей системе. Потом в 2020 году был создан государственный природный заповедник Медвежьи острова. Данный заповедник был создан путем повышения статуса уже существовавшего на тот момент регионального ООПТ заказника Медвежьи острова. И, как мы понимаем из названия, он был создан для сохранения, для изучения белого медведя. А также существуют национальные парки. Это общеизвестный, наиболее, наверное, скажем, знаменитый парк не только в нашей республике, но и во всем мире. Это Ленские столбы. И в 2019 году был создан национальный парк Кыталык, который также был создан путем повышения статуса существовавшего заказника регионального значения. И в нашей республике, конечно, это известный факт, что Кыталык на якутском языке – это собственное наименование белого журавля-стерха. Но когда мы рассказываем о данном факте нашим коллегам, возможно, в других регионах, в других городах, их всех очень удивляет то, что именно Кыталык, он создан для сохранения белого стерха, и именно стерх – это и есть Кыталык. А каким-то образом отличается работа по охране федеральных заповедников и региональных? Согласно действующего законодательства, заповедники, национальные парки, заказники, те ОУПТ, которые являются федерального значения, их режим охраны, он отличается от региональных ОУПТ.
Как я уже сказала, в региональных ОУПТ существуют такие категории, как уникальные озера, охраняемые ландшафты, памятники природы. А на на федеральном уровне это вот заповедники, национальные парки. Заповедники – это высшая категория, можно сказать так, особо охраняемых территорий, которые имеют самую высокую степень охраны. Они обычно изымаются из хозяйственного оборота. И, ну, кроме национальных парков, да, в национальных парках допускается дифференцированный режим охраны, то есть могут выделяться заповедные зоны, а могут выделяться зоны для традиционного экстенсивного природопользования. Да, вот как в нашем случае на территории национального парка Каталык, который в Аллайховском районе расположен, есть заповедные зоны, есть особо охраняемые зоны, есть зоны, предназначенные для ведения вот традиционного природопользования. Поскольку это все-таки арктический район, и на территории проживает местное население, коренные малочисленные народы, и вся их жизнь, ну, связана с традиционным природопользованием. В России активно развивается экотуризм. Вот, как ведутся работы по развитию экотуризма на особо охраняемых природных территориях республиканского значения? Ну, что касается республиканского значения ОУПТ, которые подведомственны нашей дирекции биоресурсов и особо охраняемых территорий, в дирекции создан специальный отдел, который занимается развитием туризма и созданием условий для регулируемого туризма, поскольку на охраняемых территориях допускается только ограниченный регулируемый туризм, который не наносит ущерба природным комплексам. На настоящий момент активно функционирует 24 маршрута, которые на особо охраняемых территориях регионального значения были разработаны командой дирекции совместно с туроператорами, которые занимаются развитием внутреннего туризма. То есть они именно нацелены на внутреннего потребителя, то есть на население республики. Да? В данный момент у нас функционирует, активно посещается питомник лесных бизонов, это экскурсионный маршрут. И, кстати, вот в феврале месяце уже запланировано открытие весеннего сезона. В прошлом году данный питомник, который расположен на устье Ботома, посетило более 3500 человек. И в планах дирекции в нынешнем году начать реализацию проекта на территории Синского кластера. Это на реке Синей, Синские столбы. Ранее он был частью природного парка регионального значения Ленские столбы, но после поднятия статуса до федерального уровня национального парка данный природный парк, Синский кластер он называется, он находится в ведении дирекции. Вот какая сейчас численность популяции стерхов? Вот у нас в национальном парке, может быть, у вас в национальном парке, да? И какова тенденция идет? Парк молодой, он создан в 2019 году, но работы по охране, по изучению стерха проводились более 20 лет. И стерх гнездится, восточно-сибирская популяция стерха, она гнездится только в яно-индигирской низменности и на зимовку улетает в Китай, на озеро Паян, преимущественно. Да? Данное озеро расположено в дельте реки Янцзы. И в 2021 году, после создания уже национального парка, нами был подписан меморандум о взаимопонимании с нашими коллегами, поскольку на территории данного озера, озера Паян, создан заповедник в Китае. Да? То есть мы общаемся с нашими китайскими коллегами, и учитывая тот факт, что территория парка, национального парка Каталык в яно-индигирской низменности в Аллайховском районе составляет порядка 2 миллионов гектар, это огромная территория, подсчитать количество точное гнездящихся пар мы пока еще в процессе находимся, да, поскольку исследована небольшая территория парка научными
научным мониторингом. И по сообщениям наших коллег китайских, которые изучают, вот, скажем так, они более скучно находятся на зимовке, и в последние годы существует тенденция к увеличению численности. С конца 90-х годов считалось, что популяция, восточно-сибирская популяция стерха составляет 4000 особей, это совсем немного. По сообщениям наших коллег от 2021 года, они проводили учеты, в данный момент численность стерха составляет порядка 5500 особей. Ну, То есть мы отмечаем увеличение. Увеличение есть. Да. Кроме того, мы проводим работу по мониторингу на пролетных путях стерха. И в 2022 году мы расширили сеть народного мониторинга. У нас есть сообщения от волонтеров, от жителей нашей республики, со многих мест, районов, которые неравнодушны к судьбе стерха. Они отмечают увеличение численности и в стаях на пролетном пути, и изменение их некоторых маршрутов. И мы бы были очень рады, если наши земляки, наши дорогие жители республики при каких-то, ну, если такие моменты возникнут, информация будет о том, что вот именно здесь раньше не летали стерхи, а местные жители хорошо это знают, да, то если бы они нам сказали, мы были бы очень рады. Ну, сейчас во всем мире говорят о глобальном потеплении. Вы у себя в парке это наблюдаете, это какие-то явления? Да, у нас в парке научные работы ведутся по нескольким направлениям. Это, конечно, наш флаговый вид изучения стерха. В первую очередь этим занимаются орнитологи. Также мы проводим работы по геоботаническому изучению территории. В последние годы вследствие засушливой достаточно погоды не только в центральной Якутии, но такая же погода у нас отмечалась и в арктических районах. В 2020 году, в 2021 году у нас были зафиксированы ландшафтные пожары, скажем так, поскольку леса как такового на территории национального парка Каталог нету, но вот вследствие такой погоды были зафиксированы термические точки. И мы проводим изучение влияния данных возгораний на тундровые территории, и также на территории парка совместно с Институтом биологии проводятся работы по изучению климата. Установлена климатическая станция Чакурдах. Ну что, Сарглан Григорьевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем заповедников и национальных парков. Ну и желаем, конечно же, роста и процветания вашему парку Каталы. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.